Дорогие друзья, мы продолжаем наши передачи из студии интернет-вещания на Шаболовке. Сегодня вас ждет встреча с нашим гостем, доктором юридических наук Божидаром Митровичем. И тема его сегодняшнего выступления звучит так: агрессия НАТО против Югославии, правовые аспекты, геноцид римского, хазарского и славянского народов. Божидар, просьба сразу рассказать о том, что же подразумевается под понятием геноцид римского, хазарского и славянского народов. Тем более, что к нам в редакцию пришло письмо от Газиева Сергея из Москвы. Добрый день всем вашим зрителям. Спасибо, что меня пригласили по этому сложному вопросу. Сейчас, пока идет эта передача, НАТО бомбардирует Югославию, югославские города, села, граждан, детей и убивает. Я бы сказал, что там нескольких видов геноцида. Экологический геноцид направлен не только против югославского народа, но против всех народов Балкана и даже Европы. Потом нуклеарный геноцид идет. Ядерный. Ядерный. Но я хотел бы говорить о специфической технологии геноцида, который применялся к римскому народу. Он очень простой и состоится в этом, что христиане, когда приехали в Рим, они сослались на то, что на свою идеологию, которую распространяли, что нет собственности, что она общая и что принадлежит всем, и все ровные. И должны так и относиться к ним. Все равны перед законом. Перед собственностью. Перед собственностью. Да. Так что собственность стала ничей. У христиан собственности не было, но была идеология, которая им давала право разделять и раздаять, как Умберто Эко говорит, эту собственность. Но через некоторое время, значит, там было это 100 или 200 лет, эта собственность оказалась большинством своем в руках католической церкви, которая приграбила не только имущество римлян, но и приграбила язык римлян. А сам народ римский исчез. И мы сегодня можем только гадать, кто из каких народов принадлежит по корням этому римскому народу. Но действительно римского народа нет. Я хочу сказать, что коммунисты, когда пришли в славянские страны, они тоже пришли без собственности, но с правом раздаяния и разделяния чужого имущества. И прошло в некоторых странах 70 лет, у нас в Югославии 45, оказалось, что это ничья собственность сейчас прихватизируется и отчуждается от народов, которые фактически под угрозой исчезновения. Если читать Гумилева, который здесь перед нами, он говорит... Льва Гумилева. Да, Льва Гумилева, историка известного. Он говорит о народе, который имел название Руси. Это имя существительное. Но по времени это имя исчезло, и сейчас мы говорим о русских, которые больше обозначают гражданство, чем обозначение народа. Прихватизация, значит, оказалась в славянских странах нескольких видах. Где-то через прихватизацию, как словосочетание слова приватизация, которое я оцениваю как необходимую вещь, как положительную вещь и как необходимую для выживания этих наших народов, и слово воровство государственной собственности. Значит, это словосочетание, прихватизация, обозначает процесс, в котором монополия политической экономии, политической монополии превратилась в монополию экономическую. В том смысле, что те правители, которые были в верхах, прихватизировали имущество, и народ оказался, значит, из этапа нищего, когда не имел уже собственности по прокламациях и манифестах, оказался в нищете и процессе прихватизации. В других славянских народах собственность продавалась по рыночной стоимости, как Запад навязал, например, в Чехии, Словакии,
Польши оказался тоже в нищете и без собственности, поскольку она продавалась, в кавичках я сказал бы, по рыночной стоимости, значит без ценок тоже. В Югославии оказалась такая ситуация, что хотя там коммунисты были один из этапов этой технологии обнищания народа и уничтожения народа, значит этот этап национализации, они сейчас оказались единственными защитниками собственности этой государственной, поскольку они отказали продавать, например, завод «Застава» в городе Краговец за бесценок Renault или там южнокорейским фирмам или западным фирмам. И это было причиной, что Милошевич оказался невыгодным партнером и правителем на этом рынке, я бы сказал, не только в Югославии. А «Застава» — это автомобильный завод? Да, автомобильный. Ну, я пример завожу. Поскольку, значит, он отказался в бесценок продавать этот завод, он был невыгоден, и сейчас НАТО-страны разбомбили этот завод, и на пустом месте ожидают строить собственный завод. То есть в Югославии не имеет денег, чтобы возобновили этот завод, уже идут переговоры и разговоры, как поощрение, чтобы сдались и сдали свои территории на Kosovo, чтобы получили какие-то займы, как Черномирдин говорит, посредник наш славный, чтобы получили займы. Никакие займы мы не будем брать, пока НАТО страны не возместят ущерб, который нанесли югославам и частным лицам, и государству в целом, поскольку они должны возместить этот ущерб. И я написал господину Телботу, который был на днях в Москве, одно письмо, в котором его предупредил, и это письмо передам всем посольствам стран НАТО в России, что если какая-то фирма или государство на основе соглашения с Милошевичем или с либо каким-то частным предпринимателем получит хотя бы одну акцию до момента, когда они возместят ущерб от бомбардировок и психологический ущерб, который народ терпит, будет этот факт считаться как актом геноцида по этой технологии, которую я объяснил в конкурсе, который расписал в январе месяце в нескольких журналах и газетах, которые выходят и по телевидению «Газпрома». Значит, это журнал «Бизнес-класс», московская немецкая газета, «Вузовские вести». Я в январе расписал конкурс, где зрители должны были сообщить, связано с книгой Умберто Эко. Несколько слов про Умберто Эко для наших зрителей и про эту книгу. Умберто Эко написал один прекрасный роман, это «Имя Розы».